Я сегодня немного пьян и не сяду уже за руль. Закрывается ресторан, обнимает ночной июль. В темноте растворен жасмин. Я хочу тебя попросить, мы оставим наш лимузин и поймаем с тобой такси. Такси, такси, вези, вези до ночных домов, мимо чьих-то снов. Такси, такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать. Такси, такси, вези, вези до ночных домов, мимо чьих-то снов. Артур, между прочим, бабник. Он вообще девушек меняет как... Хамал исерк жемагайдашам. О, кара, прикинь, в роль башлайт. Он девушек меняет как перчатки. Представляете, ма? Он харбар город, оказывается, бар любовница. Прикиньте. И все любовницы у него, между прочим, красивые женщины. И друг о друге не знают. Вот любовница Артура Белеп Кумехов. Что у него... Вот зачем, вот зачем ты меня палишь? Короче, достар, башкирский китайцы отсняли два шикарнейших вайна про женщину, про женщин, которые потусили немножко в ночном клубе и возвращаются на такси домой. Или, например, после 8 же марта. 8 марта давным-давно женщины, которые потусили где-нибудь в ресторанах. Ну, как раз-таки шунахамага история, кстати, Артур постоянно с ней сталкивается. У него вообще были трэш-истории, когда женщины его этой... Ну, даже кулаками набросались. Да, набросились. Набросались. Кулаками бросались. Короче, Артур мне рассказал пару историй давно еще, что бисялар, оказывается, клубтан кайталар, да, яңгыр бисялар. И исеріктар ведь инде, и начинает, аларга мужик керек екен, оказывается, исерік болғанда. И алар начинает приставать таксисттарға тай. И Артурға әлейсе мәртебе чуть Артурды кетмегендер. Представляете, ма? Кімдендер смог отбиться, а кімдендер не смог отбиться, понимаете? Тихо, зачем палить? Просто кто-то пытался изнасиловать, а просто красиво уговаривал. И шел историяларды мен ешіттім, и такая Артур говорит, давай мы там такую серию вайнов снимем про женщину пьяную и таксиста. И как раз в этом келіп сықты. Так что не забываем ставить лайки и комментарии свои. Да. А вот это рост, на это влияет, на здоровье вообще. Вот из-за здоровья рост не вытянулся. Боление суставов. Боление суставов и морал слух. Кость как раз тоже. Хрящ вытягивается. Получается, из-за здоровья ростка повлияло. Но это не врожденное, это приобретенное здоровье ногтей. А жен гок дейді бәнкен? Гок дейді мәдән. Мен внебрака родился, мама меня, получается, родная тайман. Переспали, то есть забеременела и скрывала от своей мамы, от бабушки, от своих братьев, дядя Ладан. Она скрывала это всячески, перетягивала ремнем, там, или каким-то живот перетягивала ремнем, или какими-то другими, получается, поясами или чем-то. Чтобы не было живота видно. Чтобы не было видно живота, да. И вот, как я понял, патология вот это из-за этого, предполагаю, болезнь суставов у меня вот образовалась. Вот, Хазар. Так что знайте, вы можете вот таким образом повредить ребенка. А мама, получается, за отца замуж не вышла? Не вышла. Через какое-то время просто его в тюрьму посадили. В тюрьму посадили? Зачем? Ну, то ли кого-то сильно избил, или того сильно избил, тот потом в реанимации где-то умер. Когда вот первый раз своего родного отца видел, я был у бабушки на каникулы, он приехал, говорит, я вот так-то так, вот по словам я понял, что он мой родной отец, и говорит, можно я его заберу на недельку, можно 10 дней. Но он меня забрал, я приехал, его мать, то есть моя бабушка, получается, меня не приняла. Она всячески меня оскорбляла, унижала, типа, ты не его сын, ты там, вот, твоя мама нагуляла, тому подобное, вот. Всячески я 3 дня там побыл, 3 ночи переночевал. Я маленький, мне лет 8 или 9 в этом районе. И я плачу, отцу говорю, нет, я здесь не останусь. Говорю, мне бабушка, говорю, принижает, унижает, говорю, оскорбляет, говорю, нет, тут я не хочу, меня обратно вези. И он, получается, к моей бабушке отвез, да. И больше не виделись? После этого, сколько лет спустя я его видел, но уже так, типа, сдалека. Здорово, как дела, направляешься и все. После этого какое-то время еще спустя, потом вот третий раз видел, он уже был овощем. Ну, он не соображал, то есть чисто на инстинктах двигался. Помнишь, был дуэт Лолита и Камелеонов, Цикала. Как назывался у них
дуэт-то? Я не помню, как это называлось, я маленький был, я помню их песню. Ты отказала мне 2 раза. Не хочу, сказала ты. Да. Кто такая вот зараза, девушка моей мечты? Да, я тоже помню. Какой из нас дуэт был, надеюсь, наш дуэт Охшайдер. Вот многие спрашивают, почему ты не снимаешь блог. Говорят, ты очень артистичная, с Айгулькой сторисы очень интересные, вайны всем с тобой нравятся. И спрашивают, почему Айгулька не снимает блог. Все хотят видеть тебя блогером. В чем причина? Я, между прочим, Достар, вот честно скажу, я ее уже года 3 уговариваю. Она не хочет. Ялкау, лентяйка. А что тогда, зачем? Да, ну, столько хейта. В смысле, хейта боишься? Вот, она боится, что люди будут про нее фигню говорить. Не привыкшая она еще к этому. Она даже вот под моим постом читает, и если, не дай бог, кто-нибудь про нее что-нибудь напишет, она потом неделю ходит, как вода опущенная. Переживает очень из-за Раньше, этого. ну сейчас я так сильно не Ну вот же, реагирую. видишь, привыкать же начала. Да. Ну вот, Я давай. подумаю. Ой, Алла, 3 года подумаю, я слышу Нембаши, блин. Айгулька же живет со свекровкой прямо соседями, они соседи. И вот можно со свекровкой какой контент делать? Контент-бомба. Можно вайны вместе с ней снимать, хоть каждый день. Барашки, рыбки, рассада. Это же вообще деревенский вайб, это же очень интересно. Давай, сама зарабатывай немножко. Немекенде Альфред'in ağzına kara утра. А чё? Ну жуэнди? Для съемок вайна үйден әпкелдік уголь бирюзовый. Это это реквизит для вайна. И не стали ничего нормально одеваться, потому что мы быстренько снимем вайны и потом умотаем домой. Айгуль, ты когда-нибудь так ходила по центру города? Конечно. В таком виде, с углем. Еще с углем. Никогда, наверное, не хотела. А что вот, дома лежишь с детьми, школа, дом, уроки и все. Рассада. Рассада. Она сейчас тут во все рассадой занимается. А со мной хоть немножко развеется, по центру Уфы погуляет, в кафе посидит. Лет 10 здесь не было? Ты че? Офигеть! Зачем? Она ауылда, я тут ничего не увидишь. Прикиньте, 10 лет не было. У кого влажные салфетки есть? Есть, да. Ладно, потом, подожди, сначала нам надо снять. У нас специально огромный уголь даже в Надеюсь, нас из Эврена не выгонят. Вот так пойдет? Или это слишком большой? Yang başına boyanganım emin. Ha. Tamam da yaşıda. Зубочка. Какая крутая Я ничего, я же не жевала. Блин. Сейчас мои колготки оденешь, ношеные. Не фу. Ношеные, фу. Болтада колготки, между прочим. Это Вообще, для знаешь, за съемок. сколько хотели купить ношеную? Ай, наговоришь, Здесь блин. у тебя же покупать хотели. Халат же хотели купить, ну не колготки же мои. Ну, после Вот халат, этот халат за колготки. 50 тысяч хотели купить. Так дешево Да, предлагают. прикинь, дешево. Старайся не дышать. А Че? что хотя бы задом перед одеть? Че перед, как не поняла? Там вкуснее пахнет. Иди нафиг, ты легнем, иди, нормально. Ням-ням-ням. Ну, Алик, так ты ненормальный. 2 вайна отсняли, доктор, сейчас осталось еще 2 вайна отснять и все. Че, вот так нормально? Такие дворняги побитые. Я уже забыл, что это такое. Стрёмная. Вообще с памятью плохо. Ты сказал быстрее, а он говорит, я не могу быстрее, у меня короткий ножка. Біз Элик бала сақтаймыз. Когда хотели сделать себе длинные волосы, одевали колготки и думали, что вот это наши косички. Вот так играли в куклы, прикиньте. Оказывается, башкирский китайстың аяғында штырь тұр екен. Штырь ма, неме екен? Сустав заменен, правый. Сустав правый заменен у него, прикиньте, я даже не знала. Или Вань Тушерганда, у него это ноги разболелись. И он вот сейчас идет этот сатандай, хромает. Не надо так принижать. А что? В смысле принижать? Я тебе правду говорю, не векай, господи. Сустав заменили, суставы болят, ничего страшного. И этот, до конца он приседать, оказывается, не может. Представляете, когда у людей сустав замененный, оказывается, ограничение в движениях. Сколько этот стоит сустав заменить? Дорого, нет? Я что-то не знаю, меня по страховому полису сделали бесплатно, да, по квоте сделали. Нифига себе. А что, некоторые люди ждут, что ли? Да, не ждут. А меня Да? за 4 месяца ожидания Швейцара заменили. Вот это да. Кутбук, тамактук.
Кутбук деген біләбіз. Туалетке ашан, бір саатқа туалетке батты. Кәрәгім берді ма туалетті? Менің туалеттің кәрәгін бергенің, өзіңдікін түгіл. Мен әлі үйге қайтқасын неме болғанын білмедім. Это что за тюрбан у тебя на башке? Ты как Султан Сулейман. Султан Сулейман хан хазратледі. Нет, ты скорее знаешь, на кого похожа? На Симбеляга. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах помилуй. Что это такое? Что это такое? Я хоть на человека стала похожа, да? Скорее на Симбеляга. Итак, кадрлы достар, мы начинаем подготовку к гостям. Знаменитый салат морковный с сыром, а далее чистить чесночок. Я уже, достар, приготовила бульончик жирненький, капитально жирный бульончик с лапшой. Потом в жирном бульончике опять-таки отварила картошечку. Кого жалко? Кого жалко? Илью? Нечего его жалеть. Yürüme henine, şalay-valay. Bir kızdan ikinci kızdan kusip. Женишок, бля. А его мама меня смотрит, да? Ляйсан хорошая женщина, простите. Ну, ваш сын бабник. Ну, правда же? Что теперь сделаешь? Надо смотреть правде в глаза вообще-то. А если бы тебе про меня что-нибудь сказали? Что сказали? Ну, допустим, Что ты бабник, что ли? да. Ничего. Я бы домой бы приехала к этому человеку. Ляйсан, хорошая женщина, я жду вас в гости, если что. Я очень гостеприимна. Что, махаться будем? Да, Махаться будем? гостеприимная, такие в поте лица такие. Ага. Этот салатик почти готов. Это очень ппшный и очень вкусный салат. Короче, видите, тут сыр сулунгуни тоже вот такими вот кусочками, так же, как и свекла. Вот и все. Свекла, шпинат, сыр сулунгуни, оливковое масло, перемешал и все. Очень вкусный, между прочим, очень вкусный. Я говорю, что вы нам за мат предъявляете. За мат? Ну, конечно. За мат. Нельзя материться. Мы же девочки. Сексизм? Да. В смысле, ты тоже материшься, что ли? А почему я не Она могу? матерится? Конечно. Ты чё? Никакого мата. Я вообще никогда не материлась. Тогда и мальчики тоже не должны материться. Ну да. Ну, жесткий мат нельзя употреблять. Я не А знаю. легкий мат можно. Вот, допустим, меня баше. Меня куте. Ляха-муха. Ну, так ты же жесткий тоже употребляешь. Где, когда? Когда ссоришься с кем-нибудь. Когда ссоры столько, я просто не могу совладать с собой. Я тоже, может быть. Все, не трогай, так сыра мало было. Ладно, ладно. Қонақтар келді. Хамығыз. Балалар менен. Вышестоящий. Вышестоящий. Начальство келді. Әйде өтеген. Только самое главное, мынаны да аяғымнан басмады. Ошында басады шунан. Носки менен имеется в виду. Палас бысырақ шунан сіз менің идеңімді бысырақ талайды. Это, короче, достар, трайгадыр енді кім деген тип бұнда бұл кішіні көргеніміз жоқ деп. Бұл, короче, Альберттің друга, которого вы ни разу не видели. Динар Сымбулатов. Они уже года 3, наверное, дружат, общаются. Но он никак не мог до нас доехать. Мы встречались раньше, он просто не хотел, чтобы его лицо показывали. Бүгін подписчиктармен вести беремлер новости. Дагестанда бір ушул операция жасатып атканда өлген. Какой-то лекарь готовый? Ну, бар орда енді. Давай, покажи. Олар хевет іштелер ме? Олар рекомендация бар. Ну, мен қайын білем, өтшілерін келіп. Эльвина стоит еткен ішінде бір болар. Шуға мен барамын. Еще бір астрологқа алған едім. Астролог нумерологқа қайып өттім. Мен айтам, не, операция жасатып аламын. Işledim ki марта. Когда меня давай. Марта неблагоприятный. Это какой-то вообще тяжелый мартика. Альберттің иптәші келген бетінде Динар Сымбулатов. Ол занимается списанием долгов. Кстати, достар, әгер дә һез мына долгтарға батқанһығыҙ икән, нисек түләргә белмәйһегеҙ икән, уже анда һеҙҙең һыйырҙарығыҙҙы килеп арестовать иткәндәр, кәзәләрегеҙҙе. Мына һеҙгә рекомендую ошо кешене, потому что мы сами ему доверяем, знаем его как свои 5 пальцев, беҙҙең яҡын кешебеҙ, так что и вы можете спокойно аға довериться. Минең бер подписчицам, йәш кенә ҡыҙыҡай, квартира, Уфаға килгән, квартира снимать итеп йәшәгән, эшләгән бит инде, и етмәгән аҡсаһы квартираға түләргә, арендаға.
Шуан барганда микрозаймдан алган интеде 10 миң. 10 миң алганда, шунан соң тагын әллә кайда дуслары менен ял итәргә барга теләгән теге, белмим, кайда итемәм. Аксага итмәгән тагын 20 миң алган. Икенче урындан микрозайм алган. Шунан ошо айтып түләмәгәндә, и хәзерге көндә аның долгы, представляете, 350 миң. Була что ли, я чуть не поверил. Була, мына яшьтәр, особенно улар берәүләр бергә барышалас, бер кадакай. Ол утыдан ашу неме микрозаймны алып таштаган, там где-то 20 мең, где-то 30 мең. Вот оно Бер что. егет менен снимать яшәгәннәр дә, потом был из-за того, что у него были долги, егет бен ташлап киткән, был торып калган. Егет, бана, если не хотите, чтобы это егеттер ташлап кетсен, алайтып ничи. Долг менен. Кота за хвост не тяните. Шуга долгка бурска батмагыз. Зале, какой мед тебе дать? Я ниндей яратагыз больше? Имбирь, лимон? Липовый юг? Липовый, блин. Ма, Рахмат. Ничего себе. мына чтобы ауырмаска. Имбирь с лимоном. Рахмат. Сенің қатының, конечно, не хұрайны. Липовый, ну липовый юг. Липовый. Өзге юг әлі липовый. Бір бөлі ақша мағына. Акаса Розалия тоже имплантты қойдырып өрей екен, тіштер. Екеуі тіш болмағас, ашай алмай өсем бұл. Вот так вот имплант қойдырған ауыр ашарға доқтар. Ну, қойдырғас, әйбәт ашайын. Просто қойдырмас елек, это сложный процесс. Аша пылмай юндап. Не дай бог, конечно, сенің клиент болырға бірге. Но иметь такого друга, хорошо.